19 июня стал особенным для абхазских борцов и болельщиков. Представитель нашей сборной по греко-римской борьбе Рамазан Арабханов в финале. А это значит, что Абхазия может претендовать на одну из высших наград соревнования. В полуфинальном поединке Рамазан Арабханов встретился с представителем Азербайджана Кананом Абдуллазаде. В тяжелой борьбе за победу он техническим навыком опередил соперника и вышел в финал, где встретится с представителем России Сергеем Степановым. Рамазан, расскажи о своих ощущениях, расскажи, как тебе удалось победить столь именитых и сильных соперников и выйти в финал. Было очень напряженно, немножко волновался. Я знал, что для сборной Абхазии эта медаль очень важна. Но выложился на все 100. Завтра ждем победы. Обязательно. Абхазия вперед! Во дворце единоборств, где были проведены полуфинальные поединки по греко-римской борьбе, нашу республику также представили Эрик Квискири, Иван Хорошилов, Руслан Квициня, Тимур Инапшба, тренер сборной Абхазии Размик Алабян. По заданному регламенту 19 июня соревнования прошли по следующим дисциплинам: греко-римская борьба, шахматы и бокс. Очень напряженная атмосфера, очень хорошие составы. Приехали здесь и чемпионы мира, и чемпионы Европы, чемпионы России, чемпионы Казахстана и многих других стран. Абхазские борцы выступили в 5 весах. И Арабханов Рамазан вышел в финал и завтра будет бороться за первое место, за золото Игорь Брикс. И мы все надеемся, что первое золото Абхазии принесет он. А так, команда у нас дружная, настрой боевой, все готовимся, стараемся, поддерживаем друг друга. Конечно, ждем побед Абхазии в играх БРИКС. На соревнованиях по боксу в разных весовых категориях нашу страну представляют Герман Ардженя, Игорь Адлиба, Батал Чежа, Саир Качарава, Бета Аршба и Нестор Джанба. 19 июня первым на ринг вышел Нестор Джанба. Он одержал победу над боксером из Южной Осетии и вышел на следующий круг соревнований. На абхазских спортсменов в этом виде спорта возлагают большие надежды. Первый бой продышался, поработал. Соперник не очень был. Дальше лучше, думаю, будет все. Завтра у меня сейчас боксируют китайцы и южноамериканец, победитель. На победителя я выхожу. Настрой боевой, все. С каждым боем будем добавлять. Делегация нашей страны в Казани в топе по численности болельщиков. Об этом говорит жаркая фан-зона на трибунах спортивных комплексов. А выступления участников абхазской сборной показывают, что они достойно представляют свою страну. Спортсмены возлагают большие надежды на медальный зачет. В общем, итоги 8-го соревновательного дня стали успешными для спортсменов нашей страны. Наибольшее наслаждение от игр БРИКС получают зрители абхазского телевидения, которые в каждом выпуске Амшикшара имеют возможность получить первые новости с площадок международных игр. Это не важно, что первое, второе, третье место. Самое главное, что флаг Абхазии уже кто-то знает, что такое Абхазия. Вы смотрите абхазское телевидение и вот следите за новостями по спортивным? Да, конечно. Мы смотрим каждый день, наблюдаем, волнуем, что наши спортсмены даже первое место, чтобы заняли первое место даже. Мы очень рады за ним, волнуем, молодцы. Еще раз хочу благодарить и спасибо сказать нашему абхазскому телевидению, то, что они транслируют и информацию нам дают. Хотя сейчас в Инстаграм и Фейсбуке все пишут, но все-таки, когда ты видишь по национальному телевидению, это очень приятно такое. На играх БРИКС задействовано 2000 волонтеров. Работают свыше 700 журналистов, в числе которых оператор абхазского телевидения Нарсот Цулуки, который оперативно отправляет видеоотчет государственному каналу. Спортсменов развозят шаттлами между 17 объектами. На каждый вечер в деревне Универсиада, где живут атлеты, проводят различные развлекательные мероприятия. Так, на форуме в Казани главная миссия спорта, объединяющая, действительно выполняется. В технопарке имени Башира Рамеева 11 партий сыграли абхазские шахматисты. Команду представили Отар Хурхумал, Ася Рюта, Теа Амичба и Руслан Запшба. По итогам дня Отар Хурхумал и Руслан Инапшба набрали по 4,5 балла. Это олимпийский результат. Сегодня на играх БРИКС
второй день шахматных соревнований. Команде предстоит сыграть в формате Блиц 11 партий в личном зачете. Команда постарается сегодня показать хороший результат и побороться за медали. Грядущие 5 дней обещают быть такими же насыщенными. Борьбу продолжат борцы, боксеры и шахматисты. Следите за новостями из Казани. Адиса Сагария, Нарсо Цулукия, Ильдар Дамиров, Казань, Абхазия.